В Якутии появилась первая модульная кочевая школа. Всего в республике должны построить 11 благоустроенных модулей, где есть все условия для обучения. Первый экспериментальный объект пройдет апробацию в Хараялахской школе Оленёкского района. С подробностями Любовь Васильева. Первые кочевые школы в республике были созданы в 90-х годах прошлого века. Официальный статус получили в 2005 году. Сейчас в республике в северных и арктических улусах работают 11 кочевых школ. И почти все они расположены в чум-палатках, в которых нет условия для ведения качественного образования. Таким образом, строительство первого модульного объекта является прорывом в развитии кочевых школ не только в республике, но и в России. Будем планово обеспечивать вот такими домами переносными, да, с комфортными условиями. Это все в рамках нашей программы, поэтому источники они заложены. В перспективе мы хотим, чтобы здесь еще модули другие были, да, для занятий детей, для развития детей, может быть, универсальный зал. Такие школы должны полностью отвечать традиционному укладу жизни оленеводов, поэтому и техническое задание Министерства образования республики было очень сложным. За строительство экспериментальной школы взялся Жатайский завод металлоконструкций. И сегодня объект полностью закончен и готов к отправке. Здание школы на 10 учебных мест имеет 27 квадратных метров. Строители предусмотрели то, что модуль будет часто передвигаться, поэтому здесь установлен металлический каркас, подшитый сталью. Он будет, как вам сказать, цельный, не будет разрушаться, и мы надеемся, что он будет долго служить. Электричество здесь у нас автономное, стоит автономный генератор на 4 киловатта. Это достаточно, чтобы обеспечить освещением, какие-то приборы подключать, и также в необходимости может от него быть запитан котел для отопления. Кроме котельной, компактный модуль оснащен биотуалетом и умывальником с подогревом, что будет удобно в зимнее время. Также здесь по всем регламентам установлена пожарная сигнализация. Она все проверена, все сдано. Так что это не первое наше здание. И дом геологов есть, и дом коневодов есть, поэтому проблем не будет. Эта школа на санях предусмотрена именно для тундровой и лесотундровой зоны республики. Первую проверку модуль пройдет уже в скором времени. Его очень ждут дети Хараялаха Оленёкского улуса. В будущем работа по созданию надлежащих условий для качественной жизни в местах традиционного не проживания, даже а традиционной производственной деятельности, да, по маршрутам оленеводческих бригад, создание таких условий, это, конечно, имеет большое огромное значение, и даже, возможно, это уже глобальный проект. Сейчас в регионе по инициативе главы республики Егора Борисова в Якутии готовится международный проект арктической школы. И именно строительство таких модульных школ создаст все условия для качественного образования, чтобы дети Севера и Арктики были конкурентоспособны на мировом рынке труда. Любовь Васильева, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.